Всем привет, дорогие! Всех приветствую на своем канале. С вами сегодня Астарта Сантья-Тара. И мы будем делать расклад на тему его мысли, чувства, действия и планы на недельку со 2 по 8 марта. Перед вами, как обычно, 3 варианта. Выбирайте свой, прислушайтесь к своей интуиции. Только она нам помощник и подсказчик в онлайн-гаданиях. И всех дам поздравляю с наступающим 8 марта. И желаю вам, конечно же, красотки, всего самого наилучшего. Самое главное, конечно, здоровья, красоты, благополучия. Пусть жизнь ваша будет полна любви, взаимопонимания, радости и гармонии. Напоминаю, что все новинки, как обычно, в описании прогнозы по знакам зодиака. Тоже ссылочка на март месяц в описании есть, обратите внимание. И на мой второй канал тоже полюбопытствуйте, кому интересно. Я думаю, вы уже определились с вашим вариантом. Я перехожу к первому. Ну что, единички, смотрим вас. И сразу хочу сказать, что ваша пара с вашим мужчиной на этой недельке будет прям болеть. Смотрите, сигнификатор мужчины выпала на этой недельке. Ваша карта бланка выпала, а на сигнификатор отношений выпала карта бланка мужчины. То есть, скорее всего, на этой недельке мужчина постарается отношения вести, отношения направлять, то есть он будет руководить отношениями, и в то же время все его потуги и результат, который он получит, и вы получите в результате от его действий, будет зависеть в общем и целом от вас, дорогие мои, потому что все его действия, планы, надежды и стремления будут связаны только лишь с вами. Смотреть он будет на вашу реакцию и на ваше одобрение либо неодобрение. Итак, его мысли: карта рыба, тучи и письмо. В принципе, мужчина понимает, что ему с вами хорошо, ему с вами комфортно. Также здесь мысли, скорее всего, просто в связи с праздниками. Тут мужчина думает, размышляет, что же вам подарить, что вам преподнести, чтобы вас порадовать. Мысли связаны с финансами, конечно же, в отношении вас. Да, видимо, он рассчитывает на какую-либо сумму денег, которую он может себе позволить потратить на вас на этой недельке. Но пока в любом случае до конца не понимает. Во-первых, что подарить, во-вторых, сколько ему придется потратить. И, скорее всего, будет у вас спрашивать, интересоваться, что вы хотите, что вам лучше подарить. В общем, будет спрашивать вашего мнения. Если даже не в открытую, там, например, дорогая, что тебе подарить на 8 марта, то будет как-то хитрить, юлить, будет пытаться как-то выяснить, что же вы хотите, желаете, мечтаете и так далее. Будет находиться постоянно с вами на связи. Тут мессенджеры, соцсети будут задействованы на этой недельке. И что бы там ни происходило, что бы там ни было, в любом случае мужчине с вами легко, комфортно и гармонично, я бы так сказала. По крайней мере, он это осознает. Но что-то выведывать у вас будет однозначно. У нас тут карта тучи, да, у нас тут тень наплетить, как-то он будет наводить, чтобы что-то для себя выяснить. Чувства: карта звезды, гроб и змея. Ну, в чувствах, конечно, здесь происходит у мужчины некая трансформация. Трансформация даже от него не зависящая. Тут перемены, которые будут происходить независимо от его и от вашего желания. В любом случае вы для него ценны, вы ему нужны, вы для него как некая такая надежда, вы для него как некий такой путеводитель в его жизни. Вы даете ему некую силу, некую надежду двигаться дальше. Также вы для него как такой дорогой некий трофей, который он хочет оберегать, защищать, ценить и
была бы воля, поставила бы на полочку с трофеем, и никуда бы вы от него не делись. И также тут, конечно же, в чувствах страсть, тут любовь, интим и желание близости с вами. Также тут мужчина хочет, знаете, вот как-то будет юлить, как-то будет изворачиваться, чтобы в любом случае получить свое. Тут такая гибкость с его стороны в отношении вас. У нас карта змея. Гибкость, мудрость, ловкость, изворотливость в вашу сторону. Но не с плохой точки зрения, а именно вот с хорошей. Как-то он будет вот на этой недельке изворачиваться, чтобы получить свое, чтобы добыть некий результат, который он для себя поставил. Его действия. Карта всадник, дом и солнце. Ну, действие тут прекрасно. Тут он может к вам вот-вот уже прийти с неким предложением. Предложение будет довольно-таки приятное. Предложение, которое даст вам возможность провести очень хорошо, приятно, гармонично, весело, так ярко время. Может быть, куда-то вас пригласит, некий ужин, некий праздник. Довольно-таки комфортное, красивое, уютное место, теплое место. И будет вам всячески показывать свое расположение, свое желание быть к вам ближе, всячески вам показывать, говорить, что ему с вами хорошо, опять же, комфортно, надежно. И это будет вот-вот уже на пороге. Где-то даже в начале недельки все это с его стороны посыпется на вашу голову. Грубо говоря, мужчина к вам на этой недельке прямо расположен. И своими действиями он будет показывать всеми своими действиями свое к вам расположение и желание быть с вами. Планы. Карта ключ, лиса и аист. Вот здесь и в действиях, и в планах мужчина намеревается, хочет, планирует как-то ваши отношения изменить. Видимо, вот эта самая трансформация, которая сейчас происходит в его душе, в его сердце, да, она откладывает свой отпечаток и на его планах, и на его действиях. Тут, знаете, такое некое осознание того, что отношения с вами можно уже менять, как-то переводить в некое другое русло, в которое он там себе уже придумал. В общем, хочется ему перемен, какого-то нового витка в ваших отношениях. И вот в планах у него это есть. Есть желание перемен, и он это сейчас планирует, разрабатывает какие-то планы, там, стратегии, продумывает, как лучше, как удобнее, как комфортнее, и с материальной точки зрения, и с эмоциональной точки зрения. Ваши отношения изменить и направить их в русло уже более серьезных, более семейных отношений. Да, все-таки у нас карта аиста выпала в планах. И карта лиса нам говорит о том, что он все это продумывает, он об этом думает, он четко для себя как-то простраивает свои шаги, все по пунктам там себе расписывает. В общем, такой стратег и тактик ваш мужчина на этой недельке. В общем-то, неплохой расклад. Мужчина к вам расположен, и всю эту недельку он только будет думать, что о вас, и все свои действия будет направлять в вашу сторону через призму ваших с ним отношений. Вот такой вышел у нас вариант номер 1, дорогие мои дамы. Я еще раз поздравляю вас всех с наступающим 8 марта, с наступившей уже у нас весной. Желаю вам всем самое главное, наверное, здоровья и счастья, гармонии, любви, радости, комфорта. Пусть исполняются ваши мечты, реализовываются планы, желания. И, конечно, пусть ваша жизнь будет полна любви. Это была Астарта Сантье. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Искренне надеюсь, искренне всех благодарю, что мой канал вам чем-то помогает, поддерживает, может быть, направляет, что-то вам подсказывает, и вы не зря вы смотрите, а я уж тем более не зря делаю то, что делаю. Со всеми прощаюсь и перехожу к варианту номер 2. Ну что, вариант номер 2, дамы дорогие, смотрим для вас и его мысли о вас. Карта башня, звезды и тучи. Но мужчина в таком непонятном подвешенном состоянии. Он пока вас не до конца понимает, знаете, вот
какое-то туманное у него такое состояние. Такое ощущение у него складывается, что вы от него как-то закрылись и не допускаете, не подпускаете его к себе. Вот между вами как будто бы барьер и расстояние. Причем расстояние это выстроено вами, дорогие мои дамы. Но он надеется на то, что все-таки это уйдет, все эти тучи, они рассеются и придет некая ясность в отношениях. Но вот он четко себе понимает, что он хотел бы, чтобы отношения продолжались, и в отношениях была ясность, и чтобы отношения были такими понятными и более простыми, что ли, более такими ясными, более легкими. А также он понимает, что ему нужно сделать, видимо, некие шаги, либо такой вот список каких-то дел, список неких шагов в вашу сторону, да, какую-то стратегию ему выработать, чтобы вы ему доверились, чтобы вы ему открылись, чтобы ему стала ситуация с вами, чтобы вы ему сама по себе стали понятны, чтобы он понимал, как ему, что ему делать дальше, как ему двигаться, как эти отношения развивать. Потому что, судя по сигнификатору и мужчины, и отношений с вами, он этого хочет. Он хочет отношения развивать, он хочет отношения продолжать. Другой вопрос, что пока он не понимает, как это сделать. Чувства. Карта дом, сад и развилка. Вот с одной стороны, да, есть некое ограничение в чувствах, потому что вы, дорогие дамы, вы закрываетесь, вы от него прячетесь, вы ему четко показываете границы, за которые вы его не допускаете, не подпускаете его к себе близко. С другой стороны, есть такая некая открытость и расположенность с вашей стороны, и мужчина это понимает. И он хотел бы перемен, он хотел бы уйти от вот этой вот шаткости, непонятности. Да, с одной стороны, вроде как вы расположены, а с другой стороны, вы выстроили некие барьеры между вами. Как знаете, вот такое прозрачное между вами стекло. Вроде бы вы друг друга и видите, и понимаете, да, и слышите, в то же время не дотянуться через это стекло, не пройти. Есть такой некий невидимый барьер. И дамы, этот барьер, еще раз повторяю, выстроили вы. И он от него хотел бы избавиться. Хочет он перемен. Хочет, чтобы отношения были более близкими, более ясными, более такими вот складными, чтобы появилось доверие, чтобы появилось взаимопонимание, чтобы было понимание друг друга, да. И таким образом он бы понял, куда и как ему дальше двигаться. Опять же. И его действия. Выпала ваша карта бланка, карта змея и карта собака. Вот он всеми своими действиями, дорогие дамы, будет показывать к вам свою расположенность, будет показывать вам о том, что он вам верен, что он вам доверяет, что он хотел бы быть ближе, что он хотел бы, чтобы вы стали ему ближе, чтобы вы ему открылись. И вот он всяческими манипуляциями, где-то хитростью, где-то ловкостью, где-то умом, где-то вот такой вот изворотливостью он будет всячески вам показывать, всячески вам демонстрировать, чтобы вы наконец открылись и показали себя настоящую, что ли, либо стали ему больше доверять, чтобы вы положились на него, чтобы он мог вас защищать, чтобы он мог проявлять свои качества именно вот мужские, такие как защита, поддержка, опора на него с вашей стороны, чтобы вы стали ему доверять. И также, конечно, здесь интим, желание близости с вами тоже играет не последнюю роль, и он будет об этом говорить, намекать и вам всячески показывать свое желание по отношению к вам. Его планы: карта крест, карта лилии, карта якорь. Вот он хотел бы, опять же, как я уже и говорила, более открытых, более понятных отношений. Он хотел бы уже, чтобы отношения были такими ясными, заякоренными, чтобы вот это вот подвешенное состояние, оно из отношений ушло. Вот эта туманность, которая сейчас
есть у него, по крайней мере, в мыслях, да, чтобы она тоже ушла, чтобы все было четко, ясно и понятно. Также здесь в планах, скорее всего, сделать вам какой-то подарок, преподнести вам что-то такое достаточно красивое, может быть, даже ароматное, туалетную воду, духи, какой-нибудь нишевый аромат, который вы давно мечтали и желали, даже к тому же 8 марта. То есть тут у нас, смотрите, карта лилии, да, это что-то связанное с красотой, с ароматами. Может быть, это будет просто-напросто букет. Но в любом случае какие-то бонусы, подарки от него вы можете ожидать на этой недельке. Как я уже и говорила, хочет мужчина четкости, понятности в отношениях, и это самое дело он и планирует у себя в голове. Сигнификатор мужчины, карта рыбы и карта букет, вот она сама собой тут она выпала, прилипла, в общем, захотела она в этот расклад попасть. В принципе, он вам будет показывать, что он к вам расположен, что ему с вами хорошо и комфортно. Иногда даже молчать, просто находиться рядом, да, ему очень хорошо. Опять же, мужчина может вам преподнести какой-то подарок, букет, поздравить с праздником, с 8 марта. В общем, будет к вам расположен. Всяческими своими действиями, планами будет вам показывать, что он хотел бы быть к вам ближе. И сигнификатор отношений, карта кольцо. Это, с одной стороны, конечно, он вам что-то предложит. Опять же, некий такой подарок. И предложение с его стороны может быть такое достаточно серьезное. Он вынесет на ваш суд, да, и вы тут будете решать. Все-таки у нас выпала карта бланка, то есть вы для него важны, и вы ему нужны. И предложение от него тоже поступит такое приятное, серьезное. Ну и также кольцо нам намекает на то, что он хотел бы, во-первых, перевести отношения в более серьезное русло, а во-вторых, из негативного, да, кольцо может нам показывать, что, увы, на этой недельке вы можете эту черту, да, этот барьер не преодолеть. В общем, проиграется у всех по-разному, дорогие мои двоечки. Вот такой для вас вышел расклад. Я вам желаю всего самого наилучшего. Поздравляю вас всех с наступающим 8 марта. Будьте любимы, будьте желанны, будьте красивы. Самое главное – здоровье. Пусть ваша жизнь будет полна любви, красоты, гармонии, благополучия, взаимопонимания. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что мой канал, моя работа вам помогает, поддерживает, подсказывает. В общем, что моя работа, она вам полезна. И еще раз, пожалуйста, кому понравился расклад, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь, перехожу к третьему варианту. Третий вариант, смотрим вас. Итак, его мысли, чувства, действия, планы на следующую недельку. Мысли, карта гроб, горы и луна. Мужчина сейчас находится в таком достаточно подвешенном состоянии, не понимает вас, в мыслях происходит некая такая трансформация. Он понимает, с одной стороны, что вы от него закрыты, а с другой стороны, он и сам от вас как-то закрывается и абстрагируется, но пытается от вот этих всех мыслей, да, которые такое ощущение, что, знаете, негативные такие, неприятные мысли, он пытается от них уйти и их преодолеть. Но пока на этой недельке у него это не получится. С одной стороны. С другой стороны, смотрите, все-таки у нас 8 марта, да, на носу. И вот здесь просто может быть непонятное состояние в его мыслях в связи с этим самым праздником, потому что многие мужчины, они просто-напросто иногда, зачастую не понимают, что подарить, как порадовать женщину, какой сделать подарок, чтобы ее обрадовать, чтобы как-то ее, не знаю, опять же, да, порадовать и увидеть, как она расцветает, увидев там какой-то некий подарок, бонус, в общем, некий презент от мужчины. Вот тут может он думать, размышлять, постоянно об этом что-то анализировать. И пока никакому результату он не придет, по крайней мере, на этой недельке. Но, опять же, здесь
Да, этот расклад говорит нам о том, что вы можете его как-то направить, что вы можете его вывести из этого состояния нестабильного, подвешенного и непонятного для него. Чувства. И почему я так говорю? Потому что я вижу дальше весь расклад, мужчина к вам расположен. Поэтому тут мысли могут быть просто, все-таки расклад на небольшой срок, всего лишь на недельку, и тут больше мы увидим какие-то бытовые вопросы. Чувства. Ваша карта Бланка, карта Сад и карта Тучи. Вот смотрите, да, в чувствах на сердце он содержит вас, то есть вы для него важны. Вы для него важный и нужный в его жизни человек. В чувствах он с вами открыт, в чувствах он к вам расположен. Ему с вами хорошо, ему с вами комфортно, ему с вами тепло. Но у нас тут карта Тучи. Но Туча — это карта такая, кратковременная. То есть вот тут просто какие-то у него переживания, которые не дают ему покоя, и сердце так вот немного не на месте у него в связи с этими переживаниями. Вот как я уже сказала, да, вот эти мысли, видимо, которые он содержит в своей голове, они не дают покоя сердцу. Но на сердце он вас содержит и думает о вас и расположен к вам довольно-таки позитивно. Вот тут опять же, да, намек, скорее всего, все-таки на эту праздничную недельку. Действия. Вот в действия как раз-таки это нам и подтверждает, потому что у нас выпадает карта Лиса, карта Развилка и карта Книга. То есть мужчина всеми своими талантами, всеми способами будет изворачиваться, чтобы понять, книга, да, чтобы изучить и понять, что вам, видимо, подарить, как себя с вами вести, что вам предложить. И будет как-то там себе что-то планировать, что-то думать, что-то анализировать, какие-то стратегии разрабатывать, чтобы вам показать, и всеми своими действиями он будет показывать, что он нацелен на то, чтобы вам как-то угодить и вас как-то изучить, понять, чтобы ему стало все ясно и понятно. Почему так говорю? Потому что вижу его планы. В планах у него карты сердца, карта Солнца и карта Клевер. Вот все позитивные, самые позитивные, одни из самых позитивных, приятных карт, которые есть в этой колоде, они выпали у него в планах. То есть он планирует, анализирует, думает сам там себе, показывать, транслировать вам свою любовь, свое расположение, будет вам декларировать, что он хочет быть с вами, что с вами он может вообще с вашим появлением в его жизни, да, вы и его самого поменяли в лучшую сторону, и его жизнь изменилась в лучшую сторону. То есть ему легко, комфортно, без всяких каких-то оттяжеляющих моментов в ваших отношениях. То есть он планирует быть с вами, транслировать вам и показывать свою любовь. Сигнификатор мужчины — карта Крест, и вытянул ладонь, карта Письмо. То есть мужчина нацелен, и чуть ли он думает, что вы ему даны мирозданием, Вселенной, думаете, как вам удобно, да, там, Богом, что вы ему даны, и он хочет быть с вами. И он будет всячески налаживать с вами контакт, всячески быть с вами на связи. Тут могут быть переписки в мессенджерах, в соцсетях, созвоны, перезвоны. В общем, он активно будет вам показывать и рассказывать, что вы ему интересны, вы ему нужны, вы ему важны, он хотел бы с вами общаться более тесно. Более тесно. Почему? Потому что сигнификатор отношений — это карта дерева. То есть мужчина на вас уже так, грубо говоря, заикарился. Он хочет развивать отношения с вами, он хочет развития ваших отношений, хочет уже получать какие-то плоды, да, какие-то результаты от ваших отношений, и хотел бы более длительных, более таких вот стабильных, более уверенных, более комфортных отношений с вами. Потому что здесь мы видим, да, что он пока не понимает, в подвешенном состоянии, но на сердце он вас содержит, то есть мужчина в вас влюблен, всячески будет вам это показывать и декларировать, что он хочет перемен, что он там что-то себе планирует, думает, размышляет, анализирует, и в планах у него быть с вами, показывать вам свою любовь, свое расположение, что отношения с вами для него очень важны и ему нужны. И он хочет их развивать, и я бы сказала, даже где-то по дереву
То есть отношения это уже такие стабильные, более семейные, да, родовые где-то даже отношения. Дерево нам иногда показывает и род. То есть вы ему очень и очень важны, и он вас ставит довольно-таки высоко для себя. Вот такой у нас третий вариант, дорогие мои троечки. Я вам желаю, конечно же, всего самого наилучшего. Поздравляю всех с наступающим 8 марта и желаю вам всем самое главное здоровья. Пусть ваша жизнь будет полна любви, гармонии, красоты, радости, взаимопонимания. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что моя работа, мой канал вам интересны, что мои расклады вам помогают, подсказывают, может, куда-то вас направляют, где-то вам на что-то намекают, вы для себя извлекаете из моей работы какую-то пользу. И, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в других моих видео. Всем пока-пока.